этом году на федеральной трассе Вилюй планируется отремонтировать 160 километров дорог. И мы находимся на 123-м километре, и сейчас узнаем, как происходит процесс. Находимся на объекте капитального ремонта автодороги Вилюй А331. Начало трассы километр 113, конец трассы километр 128, протяженностью 15 километров. Дорога 4-й категории, ширина земляного полотна 10 метров, ширина проезжей части 6 метров. Конструкции дорожной одежды. На возведенное земляное полотно укладывается георешетка, затем производится устройство щебеночно-песчаной смеси толщиной 17 сантиметров, укладывается крупнозернистый асфальтобетон толщиной 7 сантиметров и верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5 сантиметров. То есть на этом участке два слоя асфальтобетона общей толщиной 12 сантиметров. На подготовленное земполотно укладывается щебень, добавляется цемент, распределяется, и вот этим комплексом ресаклера перемалывается до оптимальной смеси. Соответственно, уплотняется, уже подготавливается готовое основание, и потом укладывается уже два слоя асфальта. В прошлом году мы сделали 18 километров, здесь на данном участке 12 километров. Судя по прошлому году, дорога стоит хорошо. Благодаря добавлению цемента в смесь увеличиваются прочностные характеристики этой дороги, то есть несет большую нагрузку. Данная технология предусматривает минимальное использование привозных материалов. Как вы знаете, у нас в республике с транспортной логистикой сложно, да, поэтому, дабы минимизировать поставку инертных материалов, таких как щебень, да, данная технология, она работает и зарекомендовала себя с положительной стороны. И один из моментов, это, наверное, темп производства работ. Именно учитывая короткое лето, короткий строительный сезон, данная технология, она нам позволяет именно в этот период устраивать ту протяженность с асфальтобетонным покрытием, который нам запланирован на текущий год. На мерзлоту данная технология не влияет. Вот давеча коллега говорил, что при условиях крайнего севера, чтобы сохранить уровень вечномерзлых грунтов и поднять ее выше для сохранения тела насыпи, предусматриваются такие технологии, как и материалы, как укладка пеноплекса, да, это для наших условий. И теплотехнические характеристики, вот, расчеты, то есть, вот, для нас это основа. На данном этапе капитального ремонта автомобильной дороги Вилюй, километр 113, километр 128, происходит сейчас контрольная съемка высотного положения оси дороги нивелиром. Также проверяется контроль плотности ЩПС С5 методом нагружения щебенка под валец, и не допускается волна перед вальцом катка. Контроль также осуществляется ширины, толщины и уклонов нижнего слоя основания ЩПС С5. А что такое ЧПС? ЩПС – щебеночно-песчаная смесь по ГОСТу 25609. Проектировщиками рассчитана как конструкция основания дорожной одежды. Общая толщина должна соблюдаться в тех пределах, чтобы не допустить оттайку, и снегозаносимость тоже как бы идет в расчет. И если толщина у нас как бы не выдерживается по земполотну, то есть рельеф не позволяет, то используются такие материалы, как пеноплекс, для того, чтобы теплопроводность обеспечить все равно земного полотна. На данном участке каток уже укатал смесь, и мы производим замеры уклонов. Уклон 15 промилль должен быть для того, чтобы вода не скапливалась на проезжей части. У нас есть передвижная лаборатория на базе Хайлюкса. Мы ездим на ней в командировки для проверки участков ремонта, капремонта и реконструкции. Мы проверяем инертные материалы, бетонные работы, асфальтобетонные работы. Бывает нареканий? Нет. На данном участке дороги, 114 километре, происходит устройство прицепных обочин из щебеночно-песчаной смеси С5. Щебеночно-песчаная смесь на участок доставляется автосамосвалами, складируем на участке, потом по месту уже автосамосвалами, своими же машинами доставляем до навесного оборудования, то бишь БЦМа, которое прицеплено погрузчику, и установлен отвал, который на ширину 1,5 метра. Ширина прицепных обочин 1,5 метра. Толщина 12 сантиметров. И устраивается промили 40 промилей. После того, как мы произведем устройство прицепных обочин, опускается щетка, подметает основание и запускается каток. То есть уплотняем
прицепные обочины. Итог всей проделанной работы можно увидеть здесь. Асфальт состоит из двух слоев: крупнозернистый и мелкозернистый. Эти два слоя были уложены на стабилизированный слой основания по технологии ресайклинга. Текущее состояние автомобильной дороги Вилюй — это 59% нормативного состояния из всей сети автомобильной дороги. 2144 километра, в том числе 836 километров — это автозимник третьей технической категории, который имеет определенный срок действия в зимний период, и 1310 километров круглогодичной дороги. По плану, тот, который у нас проходил в Росавтодоре «Защита», мы к 2022 году должны получить 80% нормативного состояния автомобильной дороги Вилюй. По динамике выполнения работ в прошлом году мы ввели в эксплуатацию порядка 80 километров. В этом году у нас по вводу стоит 150 километров ремонта, капремонта. Что касается строительства, в текущем году объекты строительства не вводятся, они имеют статус переходящий. Вот объектов предусмотрено на следующий год, такие как мостовой переход через реку Марха, внеклассный мост 756 километр, 2644 участок реконструкции и 5569 участок реконструкции, который мы запланированы ввести в следующем году. Работы по контракту по ремонту, по капремонту в текущем году заканчиваются 31 октября. Часть объектов, порядка 65 километров, сегодня уже на рабочей комиссии. Если по зимнику взять, сегодня грузонапряженность на автозимник, она в 12 раз с половиной превышает нормативной нагрузки на данный объект. Соответственно, есть вопросы по содержанию, есть вопросы по пропускной способности, есть также вопросы к перевозчикам, которые вне нормативных допусков допускают проезд по данному объекту, соответственно, нанося определенный ущерб. В целом, уникальность, я бы сказал, автомобильной дороги Вилюй в том, что у нас очень сложная транспортная схема. У нас на протяжении практически всей дороги отсутствуют каменные материалы, те, которые по традиционным способам используются при строительстве, ремонте, капремонте. В связи с этим у нас разработана программа по стабилизации материала. Это применяя местный материал путем внедрения вяжущих. Тем самым мы характеристики транспортно-эксплуатационные оставляем. При этом уменьшается стоимость объекта за счет транспортных расходов. Данная программа уже у нас работает 3 года. Из 150 километров 108 километров у нас по данной технологии в этом году вводится в эксплуатацию. Продолжаем также дальше эту инновацию применять, так как она себя зарекомендовала положительно.